теміржол саласында 20 жылдай жұмыс жасап жатырмын. Университетті бітіріп, жас маман ретінде осы теміржол торабында жұмысқа кірдім. Тоже с 20 лет начала после университета работать со станции ДС Астана. Потом уже в центральный аппарат перевелась, где вот со своим супругом и встретились, познакомились. Виделись до этого, так пересекались, но еще не знакомы. Как вы понимаете, здание большое, здесь организация очень большая. Ну, бывает, встречались в здании, в столовой, там, где-нибудь на этаже, особенно в лифте часто. Ну, тогда я так присмотрелся, можно сказать, понравилось. Не знаю, как она, даже еще не спрашивала, заметила ли она меня, не заметила. Еще общие знакомые. И общие знакомые есть, коллектив все-таки в одном здании сидим. Мои коллеги, ее подруги, коллеги. Вот так на совещании пришлось, будто бы с моей работой связаны, вопросы задавать. Ну, это главное, телефон, контакт мне сотовый попросил. И потом, как говорится, ухаживание. Не знаю, когда она поняла, наверное, сразу, девушки же сразу чувствуют, что такое не то. Ну и вот 2 года мы с ней ходили, дружили. И 5 лет назад, в 2018 году, 27 апреля, подали в ЗАГС, поженились, воспитываем 2 детей. Старшему Даньял, ему 5 лет, 5 лет будет. И младшей Данелия. Вот она родилась именно тоже 27 апреля 2 года назад. И 2 годика будет. Как говорится, маменькин сыночек, папина дочь. Алла тағала айтар, рахмет, бәрі жақсы. Ну, я думаю, что много плюсов в том плане, что мы друг друга, ну, вечером вот приходим с работы, обсуждаем, мы как-то в теме, понимаем, о чем идет речь. Как бы где-то даже можем посоветовать, где-то, даже когда там удаленка была, я там просила его в канцелярию зайти в мою, где-то документы забрать. Ну, вообще, мне кажется, это... Ну, как говорится, если одна железная дорога, мы дополняем друг друга дома. К примеру, когда была пандемия коронавируса, мы все же дома сидели. У меня работа вроде специфика корпоративного развития, в основном корпрешение, реорганизация, а у нее непосредственно с пассажирами работает. А вы сами понимаете, когда с людьми работают, много обращений, и на каждое обращение надо соответствующим корпоративным стандартам ответы предоставить. Бывало, не успевала, помогал за 2-й ноутбук и печатал за письма. Дома как? Дома в основном вечером приходим, обсуждение, работы, потом уже семейный наш быт. И, как говорится, дополняем друг друга и понимаем друг друга. Все-таки в одной сфере работаем. Трудно, когда я много слышал, что железная дорога, на специфика работы очень серьезная, ответственная. Бывает, задерживаемся на работе, очень срочные письма, там, поручения бывают. Не жалуемся, дай Бог, живем, работаем на благо железной дороги Казахстана, и наших детей, и нашей страны. Ну, мы стараемся, насколько получается, суббота-воскресенье выходные. В воскресенье это только домом, это подготовка детей в садик, нас на работу. На неделю ему рубашки погладишь, пока все это приготовишь. А в субботу вот стараемся, к маме ездим, потом и проведать там родственников. И стараемся детей куда-нибудь сводить в парк или там в какой-нибудь развлекательный центр. Я в этом вопросе либерален как-то. Думаю, они сами решат. Как уклон с маленьких лет, как у ребенка пойдет к языку, филологии, математике, естественной науке. Они должны сами решить, когда вырастут. Ну, только совет дать. Или, коротко сказать, это как план «Б».
Даниалды осы музейге алып келдік. Бізге осы Қазақстан темір жолының басшыларына рахмет. Балалар қорғау күніне экскурсия істейді, жасайды. Осы музейі бар, астында көрген шығарсыз бірінші этажда, екінші этажда. Сол жерге апардық, оған қызық болды. Хотя кішкентай, бірақ мен ойлаймын, қызығушылық болады не болса да. Вокзалда да, жол жүрген кезде де теміржолшы бүгін мынау вагон пассажирский, мынау локомотив, мынау осмотрщик вагона деп көрсетесің, түсіндіресің. Бұл вокзал деп, папа, мама осы жақта жұмыс істейді пока образда. Олардың түсіну үшін темір жол үлкен ғой. Первые годы вообще там обязательно вместе обедали, всегда приходил. Там. Сейчас тоже, конечно, когда на улице во время обеда вместе выходим гулять, потому что в соседних зданиях сидим, он в Изумрудном сидим здесь. У нас есть место встречи между блоком, и между Изумрудкой. Прям на своем месте мы встречаемся, гуляем по скверу, да. Мы стараемся время провести в обеденном месте. Зимой-то это не так, а вот летом. Да, вот летом, когда потеплеет. Ну и когда зарплата падает вместе, пообедаем в ресторанчик. Дома это воспитать, вырастить детей, улучшить жилищные условия. Все-таки я еще согласна третьего, да, Аллах жаса. Да. Еще не точно. Ну что, работа и семья, улучшение. Ну, коллектив, дорога, да, специфическая такая работа, коллектив. Хороший, вторая семья наша. Наша вторая семья, все-таки в основном мы находимся на работе 5 дней. И специфика работы нравится очень. Кругозор расширяется, много чего познаешь в своей работе. Ең бастысы советім семьяның шаруасымен жұмысын үлкен араластырмау. Жұмыс аты жұмыс. Отбасы жағдайы ол кешкі 6:30-нан кейін, үйде болғаннан кейін сол шешіледі. Жұмыста енді ол бәріміз жұмысқа салу керек.